Здравствуйте, меня зовут Попов Айтал, я ученик 9 класса Жуксалонской средней школы Татинского улуса. Тема моей работы – сравнительные исследования о ластах земноводных в окрестностях села Барбул Татинского улуса. Земноводные – своеобразные позвоночные животные, развитие которых проходит без зародышевых оболочек. Введение в содержание обучения в кружках и на уроках биологии материалов о местных обитателей Аласа. Цель – сравнительные исследования о ластах земноводных в селе Барбул Татинского улуса путем изучения питания, измерения веса и длины тела для определения возраста. Задача – анализ литературных источников и наблюдения за земноводными. Выбор методики сбора и учета информации о земноводных. Организация длительных наблюдений поведением земноводных в естественной среде обитания. Разработка заданий с использованием материалов из организации самостоятельных наблюдений, практических работ, непосредственно в период ввести их в содержание обучения в зимний период во время кружков и на уроках по биологии. Тем самым повысить уровень знаний, интерес к родной природе и более высокую степень усвоения учебного материала. Наше наблюдение начались со 2 июля и продлены по 6 июля 2016-2020 года. За этот промежуток времени мы исследовали 2 водоемных окрестностях Аласа, Танкатай и Берег. В результате всего было собрано 60 сибирских лягушек и 12 сибирских углозубов. Углозубов нашли у заболоченных мест по корягой, лягушек по краям заболоченных мест и по берегам водоемов. Карта местности, где проводили исследования земноводных. Возрастные показатели сибирской лягушки в 2018 году, 2012 году, в 2020 году. Возрастные показатели сибирской углозуба в 2017-2020. В 2012 году сибирских углозубов не было обнаружено. Общее показательное количество сибирских лягушек и сибирских углозубов. Показатели численности по годам. Земноводные. Сибирских лягушек в Аласе Берег всего нашли 44 штучек, сибирских углозубов 8. В Танкатае за 3 года мы нашли 16 сибирских лягушек и 4 сибирских углозубов. Заключение. Нами были разработаны задания использования материалов из организации самостоятельных наблюдений и практических работ во время летнего экологического лагеря БИОС и введение в содержание обучения во время работы в кружках и на уроках биологии. И пришли к следующим выводам. По итогам сравнения двух Аласов наиболее большое количество сибирских лягушек и сибирских углозубов мы обнаружили в Аласе Берег по сравнению с Аласом Танкатае. По пространственному распределению сибирская лягушка обитает в водоемах и около них, также по краям заболоченных мест. Большое количество обитает на открытых и хороших прогреваемых мест, это связано с ранним размножением. Питание зависит от флоры водоема, суточного цикла и от погоды. Земноводные питаются различными беспозвоночными, добываемыми и поверхности почв. Спасибо за внимание.